10 апреля 1798 года увидел свет указ императора Павла I о введении в Башкирии и на соседних территориях юго-восточной окраины Российской империи кантонной системы управления. В документе говорилось сделать точное исчисление башкирцев, казаков и калмыков в состоянии нести службу, считая по летам от 20 до 50 лет, и разделить их по кантонам. Учредить и уполномочить в каждом кантоне главного начальника. В казачьих, башкирских и калмыцких кантонах сей начальник должен быть чиновник. Как 70 лет советской власти, так и почти 70 лет существования кантонной системы не могли не оставить в истории Башкортостана глубокого следа и не породить далеко идущих последствий. Как советский период истории вызывает разноречивые оценки, так и эпоха кантонной системы не имеет однозначной трактовки. Некоторые из авторов пишут об этой эпохе как о десятилетиях кромешной тьмы, а кто-то видит в ней нечто положительное. Что же представляла собой кантонная система, 7 десятилетий существовавшая в Башкирии? Процесс вхождения башкир в состав Московского царства начался в 1557 году и занял более полувека, завершившись в 20-х годах XVII века. На самом деле речь шла о личной присяге глав башкирских кланов правящему в тот или иной момент монарху Ивану IV, Борису Годунову, Василию Шуйскому или Михаилу Федоровичу, но никак не о слиянии с государственным организмом России. Сам процесс интеграции в ее административную систему занял более 200 лет, и завершила его как раз кантонная система. А до тех пор Башкирия представляла собой полунезависимую территорию, одним из условий подданства которой была самостоятельная охрана границы вдоль по ее юго-восточному периметру. Начинать надо, наверное, с момента вхождения в состав русского государства, когда башкиры обязывались нести как пограничную службу, так и участвовать в войнах России. Известно, что территория Уфимского уезда не вошла в систему так называемой пограничной службы по уставу 1574 года. Предполагалось, что весь этот юго-восточный участок границы будет охраняться местным населением. Башкиры в этом отношении были уникальным народом, подданным российского государства, поскольку только у них сохранялась военная организация, напрямую не подчинявшаяся российским властям. Она организована была тарханами, которые формально все-таки возглавляли племенные ополчения, не согласуясь в их, например, расстановке по границе с Уфой или с Москвой. Главной повинностью служилых башкир, князей и тарханов, в отличие от неслужилых социальных групп, ясачных башкир и типтярий, была военная служба. Тарханы были довольно многочисленной прослойкой башкирского общества, способной самостоятельно нести не только станичную и сторожевую службу по охране границ, но и организовывать военные походы против внешнего неприятеля. Тарханы – категория служилых людей, существовавшая в тюркском, хазарском каганатах и в Золотой Орде. А в эпоху Московского царства и Российской империи тарханы сохранились преимущественно в башкирском обществе, поскольку условием существования института тарханства были кланово-родовые отношения. В XVII веке самой влиятельной силой Башкирии были тарханы Кыпчакской волости. Именно из их среды рекрутировались военные и политические лидеры, стоявшие во главе ополчений против калмыков и других кочевников. Таким образом, военная организация башкир самостоятельно отражала внешние угрозы. В этом отношении, я повторяю, система здесь была достаточно уникальной. И в середине 17 века, когда была построена Закамская линия крепостей, фактически это подтвердило статус Уфимского уезда как территории, находящейся на особом положении охраны. Поскольку, повторяю, все-таки считалось, что Закамская линия отделяет основную часть российской территории от территории, которая находилась под контролем только местного населения. На карте Закамской линии видно, что к востоку от нее сразу же начинались башкирские вотчины. Ныне это территория Восточного Татарстана, а также ряда районов Оренбургской и Самарской областей.
Закамская линия оставляла Башкирию за пределами тогдашней России, что с одной стороны наглядно демонстрировало ее статус особой территории, а с другой стороны философию ее создателей. От Башкирии, по их мнению, следует отгородиться, ибо она, являясь своеобразным буфером или фронтиром, таила в себе потенциальную угрозу внезапных вторжений. Однако через 80 лет геополитические воззрения российской власти претерпели огромную эволюцию. В течение этого времени отгремели 3 восстания башкир. Последнее из них, Алдаровщина, имела для оппозиции Московского царства в Волго-Уральском регионе тяжелые последствия. Башкирия на 15 лет де-факто вышла из состава России. Лишь резко изменившаяся геополитическая ситуация вернула ее обратно. Экспансия джунгарского ханства вынудила казахов просить русского подданства. Это, в свою очередь, стало причиной организации Оренбургской экспедиции. Оренбургская экспедиция – государственное учреждение, имевшее целью проникновения в страны Средней Азии и Индостана. Ввиду начавшегося башкирского восстания в 1735-40 годах планы экспедиции были изменены в сторону окончательного покорения и интеграции Башкирии в административную систему Российской империи. Результатом жесточайшего подавления башкирского восстания в 1735-40 годах стало построение Оренбургской пограничной линии, протянувшейся вдоль реки Яик, ныне реки Урал. Линия стала новой фиксированной юго-восточной границей Российской империи. В истории Оренбургской экспедиции было много случайного. Изначально власти вовсе не ставили цели жестокого подавления башкирской вольницы. Однако это произошло как бы само собой, когда неожиданно для Петербурга казахский хан Абулхаир попросился под протекторат империи Романовых. Нежданно-негаданно приобретенная территория тут же изменила геостратегические настроения лиц, стоявших у кормила власти. Теперь от Башкирии уже никто не собирался отгораживаться засечными линиями. Напротив, был взят курс на скорейшую интеграцию мятежного края в административную систему Российской империи. Власти резонно решили, что первым делом следует взять под контроль автономную военную организацию башкирского народа и, подчинив ее, поставить на службу империи. Начались процессы интеграции, в первую очередь, башкирского этноса через вектор военной службы. Вот эту идею предложил Неплюев как один из вариантов прекращения башкирских восстаний. Учитывая воинственность башкир и умение их сражаться с оружием, он предложил приглашать башкир на постоянную уже службу на Оренбургской пограничной линии и, соответственно, призывать к походам в составе российской армии, но уже на регулярной основе. Иван Иванович Неплюев, 1693-1773 годы. Русский адмирал, действительный тайный советник. Первый оренбургский губернатор и организатор Оренбургского нерегулярного войска. С организацией Оренбургской экспедиции вот эта вот система охраны границы была в принципе преобразована. Почему? Потому что до этого она не подчинялась российским властям. С организацией экспедиции, строительством особенно крепостей и созданием фактически отдельного Оренбургского корпуса пограничного, военная система башкир была подчинена местным оренбургским командирам. И в результате, в общем-то, мы наблюдаем постепенную интеграцию башкирского ополчения в структуру российской армии. Начался процесс милитаризации башкирского общества, одним из проявлений которого стала отмена в 1754 году ясак, то есть подати, которую башкиры платили со своих вотчинных земель в пользу казны, в прошлом Золотой Орде, ныне Российской империи. Этот шаг правительства вызвал башкирское восстание 1755 года, которое было подавлено во многом благодаря тому, что оренбургскому губернатору Ивану Неплюеву удалось натравить друг на друга башкир и казахов. Казалось бы, какая ничтожная причина для восстания? Всего лишь отмена ясака. Но дело в том, что исторический контекст и, главное, психологическое восприятие тех событий для нас во многом утрачен. Отмена ясака означала радикальную перестройку всего башкирского общества. Если раньше военную службу несли только служилые башкиры, князья, тарханы, дуваны,
то теперь воинская повинность распространялась на всех прежде неслужилых ясашных башкир, ибо ясак заменялся военной службой. Отныне не было тарханов и ясашников, теперь все становились служилыми башкирцами. Башкиры прекрасно понимали, что поголовный перевод в служилое состояние означает конец вольной жизни, поэтому и восстали. Но мы с вами знаем, что одним из условий вхождения башкир в состав российского государства было несение воинской службы за собственный счет на своих лошадях собственным оружием. И, разумеется, эта служба проходила уже с самого начала. И мы знаем участие башкир и в эпоху смуты, освобождения Москвы от захватчиков. Мы знаем походы башкир в Крым, это еще 17 век. Мы знаем о участии башкир в Петровской Северной войне, когда они воевали в Лифляндии и участвовали в боевых действиях под Ригой. Мы знаем об участии башкир и в Семилетней войне, и в других событиях. Но оно было такое явление частичное, выборочное. То есть иногда их приглашали на службу. А вот начиная с Неплюева, с 40-х годов, начинается регулярное приглашение на службу. Сразу же после подавления башкирского восстания 1755 года один из башкирских полков был отправлен на театр военных действий Семилетней войны в Пруссию. В 1757 году он принял участие в знаменитом сражении при Гросс-Егерсдорфе. Затем последовал польский поход 1771-72 годов, во время которого целый башкирский корпус сражался против войск Барской конфедерации. Интересно, что именно тогда власти впервые стали употреблять термин «башкирское войско». Оренбургский губернатор Иван Рейнсдорп 13 ноября 1771 года писал: «Ея императорское величество, всемилостивейшее, восхотя подать башкирскому войску случай к доказательству своего усердия, соизволила военной коллегии употребить против польских возмутителей 3000 человек». При этом основная часть башкир несла службу на Оренбургской и Сибирской пограничных линиях. Вот анализ тех команд, количество команд, которые находились на Оренбургской линии, а там были гарнизонные батальоны, внутренние батальоны, там были, соответственно, оренбургские казаки, были башкиры и мещеряки, были команды ставропольских калмык, но 70% военного контингента это были башкиры. Вот все те расписания, которые мы имеем, сохранившиеся в архивах, мы видим, что уже с 80-х годов 18 века и вплоть до 40-х годов 19 века большая часть тех, кто нес службу летом и зимой на Оренбургской пограничной линии, 70% в среднем, это были башкиры. Переводом всех башкир в служилое состояние правительство фактически упразднило их аристократию. Ее место заняли утверждаемые губернатором старшины, которые были ответственны только перед начальством, но никак не перед собственным народом, как было прежде. Однако инерция старой традиции была настолько сильна, что даже после этого старшинами становились, как правило, поборники вольной старины. Правительство самонадеянно полагало, что сумело взять башкирское общество под свой контроль. Но оно жестоко ошибалось, так как случился форс-мажор в виде пугачевщины. Восставших башкир возглавили казавшиеся преданными старшины. Не случайно еще Пушкин с некоторым недоумением писал о башкирцах, взволнованных своими старшинами. Сын старшины Кудейской волости Салават Юлаев стал национальным героем Башкортостана. В августе 1774 года, после окончательного поражения войск Пугачева под Царицыном, Екатерина II писала графу Петру Панину: «Сломав врага Пугачева и его сообщников, мыслей много приходит. Во-первых, теперь есть внимание достойной неверность башкирцев, кои ничем на свете не отягощены были, а при всяком случае злодеями объявляются». Правительство пересмотрело некоторые положения своей прежней политики, направленной на милитаризацию башкирского общества, в сторону еще большей централизации управления и создания новой башкирской элиты, полностью оторванной от народа. Основной причиной создания кантонной системы является отсутствие инструмента управления башкирами. Поскольку башкиры представляли собой фактически горизонтальный социум, где отсутствовала иерархия
где элита не была отделена от народа, эту элиту необходимо было создать искусственным вот таким военно-административным способом. Вопрос охраны границы стоял на втором, если на третьем месте. И действительно, идея кантонной системы на самом деле принадлежит не Игельстрому, как это пытаются во многих исследованиях доказать, а Василию Никитичу Татищеву, который еще в 40-е годы XVIII века предлагал преобразовать башкир по типу казачьих войск с созданием, опять-таки, иерархии казачьих офицеров в башкирском войске. Так или иначе, именно граф Игельстром, воплощая идеи своих предшественников, составил проект кантонной системы управления башкирами и уральскими казаками. Осип Андреевич Отто Генрих Игельстром, 1737-1823. Российский государственный деятель, генерал от инфантерии, посол Российской империи в Речи Посполитой, генерал-губернатор Уфимского наместничества в 1784-1791 годах, военный губернатор Оренбургской губернии в 1795-98 годах. Почти ни один год не проходит, чтобы не рождалась искра, стремящаяся воспламенить внутреннее спокойствие. Лишь бы только явился отважный предводитель, как башкиры готовы тотчас произвести бунт или мятеж, писал Игельстром. И вот 10 апреля 1798 года император Павел I подписал указ о введении кантонной системы управления Башкирией. Поскольку этот проект был комплексный, кантонную систему ввели и у башкир, значит, 11 башкирских, 5 мещерякских кантонов. Кантонную систему ввели у оренбургских казаков, 5 кантонов. Один кантон были уральские казаки, и один кантон – это Ставропольское калмыцкое войско. Но впоследствии, в 1840-42 годах, значит, оренбургские и уральские казаки, они начали строить свою, так сказать, организацию по образцу донских казаков. Там шла унификация. Поэтому они отказались от кантонной системы, а Ставропольское войско было расформировано, и оно вошло в состав Оренбургского казачьего войска. Осталась кантонная система только у башкир. За основу административного устройства были взяты швейцарские кантоны. Несмотря на то, что новая система сильно отличалась от прототипа, в них было нечто общее. По существу ведь речь шла о том, что Швейцария это тоже, скажем так, не вертикальное общество. Да? То есть здесь существовали еще древние институты демократии, и задача кантонов заключалась в том, что создать военную систему, в которой были бы обозначены элементы вот этого административного управления через систему чинов местных командиров, которые бы сплачивали вот это народное ополчение в какую-то более-менее четкую структуру. За 10 лет до введения кантонной системы 4 башкирских полка приняли участие в русско-шведской войне 1788-90 годов. Во время боевых действий в Финляндии отличилось много башкирских воинов. Один из них, Кучербай Акчулпанов, был даже представлен шведскому королю Густаву III во время заключения мирного договора. Он стал первым башкиром, получившим дворянский титул. Так было положено начало новой башкирской элите, никак не связанной с прежней знатью. Кучербай Акчулпанов, башкир Телтим Юрматынской волости. С 1793 года потомственный дворянин, капитан и начальник 8-го башкирского кантона, крупный землевладелец, жил в деревне Кучербаево, нынешнего Стерлитамакского района Республики Башкортостан. В чем же было принципиальное отличие кантонной системы от прежних методов управления, сложившихся после завершения Оренбургской экспедиции и подавления башкирского восстания 1735-40 годов? Если говорить о принципиальном отличии, то оно заключается только в ужесточении контроля на всех уровнях управления башкирским войском. До введения кантонной системы русские администраторы, военные администраторы Оренбургского края выходили на элиту, которая сама организовывала, так сказать, процесс, например, мобилизации воинских подразделений. Она фактически брала на себя управление и так далее. Теперь с созданием кантонной системы вплоть до рядового башкира, воина-казака русская администрация устанавливала контроль.
за всеми действиями, повторяю, вот этой искусственно созданной иерархической лестницы. Таким образом была создана иерархия чинов из числа местного башкирского и мишарского населения. В каждом селении находился урядник, который подчинялся юртовому старшине, который в свою очередь подчинялся кантонному начальнику, а последний был подчинен командиру башкиро-мещерякского войска, назначаемого из числа русских генералов. Кантонная система создала, по сути дела, мотивацию для башкирских военных начальников для, скажем, лояльной службы государству. То есть раньше, до введения кантонной системы, не было ни особой системы поощрения. Например, тех же кантонных начальников, юртовых старшин, которые имели бы от государства какие-то преференции. Кантонная система создала фактически такую вот систему социального лифта, когда любой рядовой воин мог, в общем-то, сделать карьеру, вплоть до начальника кантона и так далее. И карьера теперь зависела исключительно от того, как его службу оценивало русское командование. Карьеризм является мощным двигателем индивидуального интереса в ущерб общественному. Это, конечно, вовсе не означает, что новая башкирская элита, получившая дворянские привилегии, вся поголовно отгородилась от народа. Достаточно вспомнить, что через 100 лет эти самые дворяне и потомки кантонных начальников Мутиных, Акчулпановых, Султановых пошли в авангарде башкирского национального движения. Ясно одно: вхождение башкирской элиты в правящий класс Российской империи сделало невозможным продолжение восстаний. Прекращение восстаний положительно сказалось на демографии башкир. За 70 лет периода кантонного управления численность народа удвоилась. Кантонная система, она де-факто смогла сохранить башкирский народ. Дело в том, что кантонная система объединяла башкир, живших не только в Оренбургской губернии, но и Самарской будущей губернии на территории Уральского казачьего войска, затем тех башкир, которые жили в Пермской губернии. То есть она распространяла свое влияние на несколько губерний. Это была внегубернская система административная. И, по сути, она сохранила башкирский этнос. Мы, судя по демографии, видим, что он увеличивался, то есть была высокая рождаемость. Однако многие историки делают упор именно на отрицательных сторонах кантонной системы. Полицейский режим, произвол кантонных начальников, тотальная милитаризация всех сторон жизни общества, по их мнению, тормозили развитие творческого начала, предприимчивости, стремление к образованию и, как следствие, порождали социальную апатию и патернализм. Безусловно, внешне для башкир введение кантонной системы означало перевод их обыденной жизни, их повседневности на военно-административный рельс. То есть то, что делалось в военных поселениях в XIX веке, в русских деревнях, когда крестьяне вставали по барабану, шли пахать, так сказать, по команде офицеров. То есть кому это может нравиться вообще? То есть когда вся жизнь регламентирована военными уставами. Безусловно, это, можно сказать, как сказал Пушкин, высушивало душу народа, да, безусловно. Феномен кантонной системы управления в Башкирии нельзя рассматривать в отрыве еще от одного правительственного мероприятия, а именно учреждения в 1788 году в городе Уфе Духовного собрания Магометанского закона или Уфимского муфтията. И кто же был автором всего проекта? Все тот же незабвенный Отто Генрих или Осип Андреевич Игельстром. Правительство словно говорило башкирам: отныне не только ваши тела, но и души будут находиться в наших руках. Деятельность служащих башкирского войска находилась в ведении военных чинов, а за умонастроениями мусульман теперь должны были следить верные правительству муллы. Ярчайшей страницей кантонного периода было участие башкирских полков в наполеоновских войнах. Башкиры, словно соскучившись по ратным подвигам периода восстаний, с радостью оторвались от рутины линейной службы, от надоедливых войсковых чиновников и в едином порыве бросились на французов. 20 башкирских полков
приняли участие в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 1813-14 годов. Некоторые из них вступили в поверженный Париж. Потом было еще много различных походов, в которых принимали участие башкирские воины. К середине XIX века границы Российской империи достигли Сырдарьи. Необходимость в кантонной системе и башкирском войске отпала сама собой. В 1865 году они были упразднены, и башкиры были переведены в гражданское состояние. Как пишут ученые, для горизонтально организованного социума с сильными патриархальными и демократическими традициями, каковым было, например, башкирское общество, существует два агрегатных состояния – состояние мира и состояние войны. Для военного времени характерно быстрое выстраивание властной вертикали и жесткой иерархии, которая в мирное время немедленно рассыпается. Смысл кантонной системы заключался в замораживании последнего агрегатного состояния. Но вот в 1865 году началась его разморозка, и после 70 лет пребывания в экстремальном состоянии военной мобилизации башкирский народ погрузился в состояние прострации, поскольку были утрачены прежние смыслы и ориентиры. Именно поэтому 70-е и 90-е годы XIX века отмечены в истории Башкортостана как одни из самых мрачных и беспросветных. Впрочем, к началу XX века башкирский народ вышел из духовного кризиса и был готов к борьбе за национальное самоопределение. Интересно, что в провозглашенной в 1917 году Башкирской республике административные единицы получили название кантонов.